Экстренные службы Якутии приняли участие в масштабных всероссийских командно-штабных учениях. Все это в рамках подготовки к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Днем ранее проверили пункты временного размещения людей и системы оповещения, ну а сегодня организовали мобилизацию с определенной легендой. Готовы ли бойцы к сезону? Репортаж с Аргаланы Захаровой. Лена в этом году неспокойна. Река вышла из берегов. Подтопила районы Якутска, поселения Намского и Хангаласского районов. К мобилизации готовы все подразделения экстренных служб республики. На построении 200 человек. Такая легенда, сценарий. На основании этого сегодня были проверены пункты временного размещения. Они оснащены медикаментами, продовольствием, заключены, вернее, договора, обеспечена охрана общественного порядка, обеспечена противопожарная безопасность, проверение данных пунктов временного размещения. Командиры взводов дают приказ, и бойцы срываются с места. Зону чрезвычайной ситуации. Ну, вообще у нас в готовности 29 единиц техники, из них 10 плавсредств. Вот, из плавсредств именно к паводковому мероприятию мы подготовили 2 катера, судно на воздушной подушке «Арго», вот, ну и лодки цельнометаллические и ПВХ. Подготовила спецтехнику и служба спасения Якутии. Неделю назад прошел полевые испытания новый тягач Брянского автозавода. Вездеход без проблем преодолел 600 километров по воде и тайге до поселка Севянкёль. Можно завозить любой гуманитарный груз. Грузоподъемность у него очень большая и проходимость хорошая, выше, чем у КАМАЗов, Уралов. Поэтому мы надеемся, что она себя хорошо покажет. Здесь находится целый больничный блок, перевязочный пункт, служба экстренной помощи пострадавшим и, конечно же, приемный покой с госпиталю на 8 коек. Пока он сейчас находится в собранном виде, но при необходимости медицина катастроф развернет его в считанные минуты. В Якутии 6 подобных центров, по одному на каждую группу районов. При худшей обстановке мы привлекаем наши силы и средства Центра медицины катастроф. Это 10 бригад специализированной медпомощи, 1 бригада экстренного реагирования, 1 бригада мобильного медицинского отряда. В этом году из-за большого количества снега гидрометеорологи прогнозируют потопление десятков населенных пунктов. А значит, и у сотрудников экстренных служб не будет времени на отдых. Масштабные учения продлятся до 19 апреля. Аргалана Захарова, Николай Необутов, Якутск.